У нас на связи сейчас немецкий журналист Борис Райт-Шустер, ведущий телеканала Ост-Вест. Он из Берлина, но Борис долгое время работал в Москве корреспондентом журнала «Фокус» политического немецкого и очень хорошо разбирается в ситуации, касающейся России. Здравствуй, Борис. Привет. Вот Борис Райт, у нас в студии Роман Бессмертный, украинский политик. Ты человек, который анализирует ситуацию извне и много пишешь об Украине. И, конечно, темы твоих последних дней, твоих публикаций, выступлений – это немецкая позиция по Северному потоку-2. Я это все читал, но не все читали. Я очень хотел бы, специально попросил тебя выйти к нам в эфир, чтобы все люди, кто хочет услышать это в Украине, услышали о том, как себя ведет германская власть сейчас и что на самом деле они, какую услугу оказывают Путину, по твоему мнению, утверждая этот Северный поток-2 и фактически дав согласие на его реализацию. Я думаю, это они огромную услугу оказывают Путину. Это его любимый проект. Это для него предельно важно. И я в шоке от того, что в Германии творится. Вы знаете, у нас есть правая партия «Альтернатива для Германии». И они как бы кровные враги Ангели Меркель. То есть там невероятная антипатия с двух сторон. И только что я делал пост, глава этой правой партии, он выступил в поддержку Меркель с ее политикой Северного потока. То есть это просто невероятно. Да? То есть это уже такая большая коалиция, когда крайне правые и канцлер вдруг в объятиях вокруг Путина. Мне грустно на это смотреть, мне стыдно на это смотреть, я должен честно говорить. Это просто позор для Германии в моих глазах. И очень стыдно перед Украиной, потому что когда Берлин и Москва совместно делают такие нечистоплотные, подозрительные гешефты, дела за счет тех стран, которые между ними, то это имеет очень дурной привкус. Я не знаю, ты ли это писал или Аркадий Бабченко, журналист своей публикации, но высказано было такое мнение, что это похоже на то, как Запад в свое время бросил Польшу перед лицом как бы двух этих монстров, да, тогдашних, Гитлера и Сталина. И что сейчас значит это решение, если оно будет выполнено, наверное, уже точно будет выполнено, и Северный поток-2 заработает. Если оно будет выполнено, то что это значит для Украины? Это действительно предательство в том смысле, что следующие шаги – это постепенный отказ от поддержки Украины в противостоянии с Россией, а Россия все ближе. Вот мы с Романом Бессмертным тут говорим, что Беларусь готовится как бы к включению в состав этого государства русского де-факто. Вот. Какие дальше перспективы для Украины в связи с этим решением Ангелы Меркель и сплочением всех друзей Путина в Германии вокруг этой трубы? Ну, во-первых, это написал Аркадий. Я тут все-таки более осторожный, потому что предательство Польши это было начало Второй мировой войны, и слава Богу, мы еще не так далеки, отнюдь не так далеки, но тем не менее ситуация очень тревожная. Два факта, которые, по-моему, очень характеризуют сложившуюся ситуацию. Первый – это в своем ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева говорила дословно в прямом эфире: мы достроим Северный поток раньше, а потом грохнем Украину. В Германии я про это ничего не читал. То есть русское телевидение там открыто говорят, что вот мы с Германией это сделаем, потом грохнем Украину, после этого молчание. А второй, заместитель министра иностранных дел России, один день после того, что Германия как бы отстояла то, что Северный поток должен быть построен,
один день спустя, не соблюдая никакие сроки приличия, заместитель министра иностранных дел России выступает и говорит: а теперь новые условия с Украиной потребуем, и теперь весь этот газовый транзит пересмотрим. Это при том, что в Берлине нас договорили, что мы там какие-то гарантии для Украины отстаиваем, и все. Просто это наглая форма, в которой это все происходит, абсолютно бесстыжая. Если ты, Айдер, мне год назад сказал бы, что так пройдет, я небось сказал бы: да нет, никогда, это у тебя какие-то там слишком утрированные представления, или это не может быть, но, увы, именно так и происходит. Не знаю, читал ли ты сегодня статью Владислава Суркова, одного из идеологов кремлевского вот этого русского рейха и шовинизма. Читал? Да. Но вот, на мой взгляд, он там прямым текстом говорит Западу, что мы выиграем у вас в гибридной войне, мы ваши страны переделываем на свой лад, Россия великая, она будет править миром, Путин супервождь. Ну, фактически это такой манифест русского фашизма, такого вот по типу абсолютно похожего на фашистские режимы прошлого века, а по форме более, на мой взгляд, откровенный, потому что они прямым текстом говорят Европе, что они будут диктовать условия. Вот последний мой вопрос, это как ты оцениваешь это высказывание Суркова, по сути дела такой манифест Кремля, и будет ли какая-то реакция на это на Западе, или они так проглотят, как всегда все? Ну, пока никакой реакции. Я пока это нашел только в одной газете в Германии, Bild, которая так достаточно критична все время к Кремлю, а так я пока это нигде не нашел. То есть это как бы открытый плевок в лицо, и улыбаемся и мажем. Делаем вид, что ничего не происходило. У Трампа любое высказывание его или его там соратников очень тщательно обсуждается, и правильно, пусть обсуждается очень тщательно. А у Путина и его людей, видать, такая полная интеллигенция, да, страшно придумать, что они еще должны сказать, чтобы у нас что-то делали. Вспоминается старая пьеса Макса Фридша «Бидерман и подстрекатели», и те, кто поджигают, и поджигатели. И ситуация очень этого напоминает. Там это поджигатели, они открыто говорят этому Бидерману: мы там сожгем твой дом. А он все, ну, ха-ха-ха, они такие шутливые, хо-хо-хо-хо-хо, ну, хо-хо-хо, какой у вас юмор там, ребята. И желание не смотреть на это. И, увы, Фриш писал это в 50-е годы, то есть Европа этим страдает уже давно, но такой вызов, как сейчас, мы давно не видели. И действительно вопрос, что в Кремле еще должны думать, чтобы тут как-то реагировали, я не знаю, наверное, весело, страшно даже думать, когда какие-то военные действия будут, тоже скажут: он только хочет играться, это только учение, там не волнуйтесь, это не наступление, эти бомбы. Но они кажутся настоящими, но на самом деле, может, это просто так, но надо же его понимать. То есть это уже какой-то дебилизм.